Резервные подразделения отработали тактику ведения боевых действий по методике выживания в экстремальных условиях с тяжелым рельефом местности. Основная цель учения – обучить личный состав подразделений тактике ведения боевых действий в горных условиях. Основная цель учений – обучить личный состав подразделений тактике ведения боевых действий в горных условиях, специальной подготовки в горах с элементами альпинизма. Систематическая подготовка обеспечивает мобильность личного состава вновь формируемых подразделений. Такого вида занятий позволяет эффективно выполнять поставленные задачи в труднодоступных районах. Программа обучения состояла из 3 этапов – преодоления скальных участков, водных препятствий, оврагов, вязку узлов. По легенде учения, резервное подразделение должно было перейти реку по канату, переправить вещи, специальное оборудование и раненого бойца. Ключевым элементом современных учений стало применение беспилотной авиации с целью разведки и корректировки данных в горах. Мероприятия показанных действий были завершены без каких-либо происшествий. Министр обороны Владимир Анло поблагодарил военнослужащих и отметил, что все поставленные задачи были успешно выполнены. Товарищи, вы сегодня показали те методы, которые, были задачи, которые были поставлены перед вами. Без тренировки вы такие задачи не смогли бы решить. Хочу поблагодарить вас всех, сказать большое спасибо. Я думаю, что и за вами последуют другие роты быстрого реагирования с других бригад. Систематическая подготовка обеспечивает высокую мобильность личного состава, позволяя эффективно выполнять поставленные задачи в труднодоступных районах. Дамей Акашба, Рамо Камке, Абхазское телевидение.